Меня зовут Ли Светлана Евгеньевна. Я родилась в городе Душанбе, окончила среднюю школу, поступила в 33-е ПТУ на отделение женской верхней одежды. После я поступила на работу в совместное предприятие, немецко-таджикское предприятие Зимен-Сурайо. Там я проработала 2 года. Потом я вышла замуж. У меня родился малыш. После я узнала, что у нас есть художественный колледж. Я все бросила, поступила в художественный колледж. В художественном колледже я проучилась 4 года. Потом поступила в институт, технологический институт. Там я отучилась 2 года и перевелась в другой вуз. Современная гуманитарная академия. Там я отучилась на отделении, в общем, экономическое образование, высшее экономическое образование. В художественном колледже было отделение у меня моделирование женской одежды. Так, в данный момент я работаю в художественном колледже с 2009 года. То есть с этого времени я уже, скажем так, лет 15, да, уже я преподаю в художественном колледже и работаю непосредственно с детьми. И после уже меня подключили работать со студентами. Родители моих родителей, они жили на Дальнем Востоке. С Дальнего Востока их депортировали в Среднюю Азию. В основном это Казахстан, Узбекистан, и так они оказались в Ташкенте. Мама родилась уже в Ташкенте. Мама, братья, сестры мамины. И уже в 60-е годы они переехали в Таджикистан. И уже здесь они осели. То есть этот город, скорее всего, им понравился, за что я им благодарна. Вот. Ну, уже здесь родилась я, мои братья. Вот. Мама у нас работала в ЦК комсомола, она работала в этом, после она работала в Орионбанке, она работала машинисткой и заведующим машбюро. Мама нас воспитывала одна, потом, уже взрослая, я уже вышла замуж. У меня есть муж, большая дружная семья и 3 детей. 3 сына. Мы с мужем государственные работники. Муж работает в правоохранительных органах. Старшему сыну сейчас 28 лет. Артем, он уже совсем взрослый, живет самостоятельной жизнью. Дениске 14 лет, он учится в 8 классе в общеобразовательной школе. Ну и Алешенька, это наш джекпот. Ему сейчас 5 лет. Ну, это наша радость. Замечательно. Я же родилась в этом городе. Этот город мой родной, как мой дом. Здесь я, во-первых, родилась, выучилась, получила образование. Здесь у меня любимая работа, мои любимые близкие люди, друзья, коллеги. Здесь я нашла себя в этом городе. Это мой 2-й дом. Не 2-й дом, а вообще это мой дом. Безусловно, потому что я родилась в Душанбе, и мое формирование проходило именно в таджикской среде, именно связано с таджикской культурой, с таджикскими обычаями. В детстве я очень любила рисовать. И я всегда рисовала и в школе, и дома. И это творческое
профессия, меня всегда тянуло к этому. И потом у меня было огромное желание работать с детьми. Ну вот, скорее всего, эти факторы повлияли на выбор моей профессии. И я думаю, что работа с детьми – это большой труд, потому что дети, у них чистые души. Но есть дети, у которых, допустим, сложились какие-то обстоятельства, и у них нет смысла жизни. И поэтому интересно общаться с ребенком и помочь ему выйти на, скажем так, на белую дорожку, чтобы он начал улыбаться, смеяться, увидел, к чему стремиться, например. Это же любимая профессия. Соответственно, это мой образ жизни, и это мой выбор. Я к этому стремилась, я об этом мечтала. Мечта работать с детьми. И совместить работу с детьми и творчество – это просто моя мечта. Можно сказать, что я счастливый человек. Я работаю, я бегу на работу с удовольствием. Также я с удовольствием бегу домой, потому что меня там тоже ждут. Счастье – это когда тебя ждут. Счастье, когда… счастье у всех по-разному, все же по-разному воспринимают счастье. Но для меня это здоровые дети, чтобы они не болели, когда рядом родители, моих родителей уже нет со мной, когда в семье гармония, никто не кричит, не ругается, все доступно объясняется, чтобы дети не слышали вот крики, маты, например, ругань, возможно, даже и драки, чтобы этого не было. Вот эта гармония, это и есть для меня счастье. Когда рядом надежное плечо, супруг, например, он большая поддержка для меня. Все, что я хочу, например, сделать, если там выставка или мне нужен определенный материал для работы, пожалуйста, я тебе куплю, я тебе найду, сделай. Тебе это надо, пожалуйста, это все для тебя. Это большая поддержка со стороны мужа. Ну, глядя на мои работы, если вы посмотрите на мои работы, вы увидите там большое терпение. То есть, чтобы создать мои работы, которые я черчу, и создаются абстрактное видение, наверное, я хочу передать людям то, что я чувствую и люблю, передать им, может быть, свои мысли, свое отношение к жизни, познакомить их со своим внутренним миром и показать свой взгляд на окружающий мир. То есть, как я вижу этот мир. Ну, глядя на мои работы, каждый может увидеть только свое. Например, вы увидите одно, другой человек увидит другое. Эти работы выполняются исключительно гелевой ручкой и линейкой. То есть это все прямые линии. То, что здесь изображено, исходит из того, что ты хочешь, например, ты не планируешь, что получится такая работа. То есть ты сначала, как это сказать, делаешь какой-то эскиз, и только потом уже появляется вот, скажем так, такой сюжет, может быть. Потому что сюжеты, они могут быть разные. Была у меня тема, когда я, например, мечтала, чтобы у меня была дочка. Я этим болела.
И я рисовала исключительно женщину в положении, допустим, беременную, и рядом маленькую девочку, например. Я этим болела, и я много над этим работала. И в графике, и в черно-белом решении, и в цветном, например. Но так как у меня одни мальчики, поэтому работы обычные, графические, уже без сюжета, можно так сказать. Ну, мои достижения – это мои дети, которые раскрыли себя, вот, будучи здесь, раскрыли свое творчество, свои творческие способности. И развивая себя в международных выставках и в республиканских выставках. То есть дети, которые занимаются у нас, им интересно, они участвуют на выставках, выигрывают, и не только на территории Таджикистана получают призовые места, но и, скажем так, далеко за рубежом, потому что мы работу отправляем и в Китай, и Исфахан, и в Японию, и в Казахстан, и в Россию, поэтому работы очень много. Мой любимый Таджикистан. Он очень бурно развивается, проводится много мероприятий в области культуры. Проводится много международных и республиканских выставок. Посоветовать молодым художникам – это постоянно совершенствовать свои техники, не бояться использовать разные материалы, постоянная практика, пусть это будет небольшая работа или эскиз, то есть регулярность – это труд к успеху. Потом участие, конечно, в выставках, конкурсах, это дает опыт, то есть участие в выставках дает опыт и уверенность участнику. Конечно же, не обходится и без критики, то есть использовать критику для своего собственного развития и не бояться экспериментировать. Но для художника чтение книг – это как развитие воображения. То есть, когда любой человек читает, не только художник, он воспроизводит этот сюжет уже у себя в голове. И поэтому чтение книг просто не как художника, а как человека, это просто необходимо. Это заставляет человека думать, развиваться в этом плане. Обязательно чтение книг. Но талант – это природный дар. Его нужно развивать. Без особого усилия над собой талант – это, ну скажем так, талант – это как фантик от конфеты. То есть, если ты работаешь над собой, какие-то усилия принимаешь, постоянно работа над собой, то уже в фантике появляется эта конфета, то есть труд и талант вместе, это в совокупности с талантом, это можно свернуть, скажем так, горы. То есть талант – это большой труд над собой. Без труда не выловишь рыбку из пруда, так говорят. Жизнь. Ну, жизнь – это движение вперед. Жизнь. Без движения нет жизни, то есть человек все время двигается. Смысл жизни, он у всех разный, смысл жизни. Каждый думает по-своему. Для кого-то смысл жизни – семья, для кого-то работа,
Кто-то видит смысл жизни там, в детях, например, или смысл жизни в родителях. Ну, смысл жизни у всех свой. Каждый по-своему это понимает. Но я считаю, думаю, что при Советском Союзе, в каждом государстве, каждое государство было многонациональным. И поэтому люди с уважением и с пониманием относились друг к другу, независимо от расовой принадлежности. Также, живя и работая в Таджикистане, я по отношению к себе, по отношению ко мне не было случаев дискриминации по моей расовой принадлежности. И я всегда чувствую поддержку своих таджикских коллег и друзей. Друзья, в общем, друзья. Ну, это, наверное, люди, которые всегда помогут, придут на помощь, даже если ты не просишь. Например, всегда поддержат тебя и ощущать, что у тебя есть на кого положиться, на кого надеяться. Ну, в нашей жизни этого делать не нужно. Не нужно надеяться ни на кого. Надеяться нужно только на себя. Я бы хотела сказать, что как художник, как человек, как мама, я бы хотела, чтобы дети никогда не болели, чтобы родители были всегда рядом, и чтобы был на земле мир, чтобы люди не воевали между собой, а понимали друг друга, и чтобы человек оставался человеком. Человеческий фактор должен остаться на земле, иначе это будут войны, в общем, в этом плане. Чтобы человек оставался человеком.